Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. 5 октября сотрудники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время руководителями криминальной полиции по городу Якутску являются полковник полиции Андреев Николай Григорьевич, заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Якутская по оперативной работе, и подполковник полиции Савинов Тимурий Вольевич, начальник отдела уголовного розыска. Одно из ведущих подразделений, отделение по раскрытию разбойных нападений, возглавляет молодой руководитель Николай Колодезников. 5 октября сотрудники уголовного розыска нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Уголовный розыск был, есть и остается ключевым направлением борьбы с преступностью. Будучи одной из старейших служб, и прежде всего главной службой в органах внутренних дел, с первого дня своего существования является опорой государства в борьбе за правопорядок. В нашей республике основная масса тяжких преступлений приходится на город Якутск, в связи с чем столичные оперативники работают напряженно. Их достижения всем видны и хорошо известны. Если до создания в 2006 году подразделения по раскрытию разбойных нападений в Якутске регистрировалось до 300 разбойных нападений, то благодаря усилиям сотрудников отдела в настоящее время регистрируется не более 30 нападений. В этот торжественный день поздравляю всех сыщиков нашей великой страны, особенно подразделений по раскрытию разбойных нападений, с праздником. Желаю всем, чья нелегкая судьба связана со службой в уголовном розыске, всем, кому дорого дело, которому мы служим, здоровья, счастья, добрых перемен в жизни, осуществления самых смелых замыслов и оперской удачи. Столичные сыщики задержали преступную группу лиц, совершивших серию краж из гаражей и овощных киосков. Отделом уголовного розыска по городу Якутску в ходе реализации оперативной информации была задержана группа в составе 5 человек, которые занимались кражами с гаражей. Там немало фактов было. Фрукты, овощи они взламывали, плюс угоны машин с целью разукомплектации и продажи запчастей. У них квартирные кражи есть. Данные лица были задержаны и ими были даны признательные показания. В данный момент они находятся в СИЗО. А сколько эпизодов сегодня совершили преступлений? Эпизодов около 10. Больше пока сейчас следствием устанавливается конкретная причастность к конкретному эпизоду. А в какое время происходило это все? Время происходило, это все в летний период, июнь, июль, август. И нами была пресечена эта группа, задержана. А молодые люди какого года рождения, судимые ранее? Состав да, какой? Они все в основном, начиная 85-е, 86-е, 87-е года, они уже получали ранее не раз судимые, отбывали наказание. За имущественные преступления? Да, имущественные преступления, у них получается это их не конек. А местные или приезжие? Они все местные, все уроженцы города Якутска. Оперативники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обеспокоены резким ростом гибели людей в Якутске. Наркотические вещества распространяются сбытчиками путем установления закладок, тайников. Данные лица нами выявляются, они привлекаются к уголовной ответственности за данные преступления, за распространение наркотических веществ. Но эти тайники могут также обнаружить и посторонние лица, которые не имеют отношения к наркотическим веществам. И если они даже где-то в средствах массовой информации видели то, что вещество наркотическое может быть в виде порошка или какой-то растительной массы, то при обнаружении таких пакетиков они могут просто попробовать его употребить, не зная, как действует наркотическое вещество на организм человека. В результате употребления наркотик влияет на центральную нервную систему, что может привести к отказу внутренних органов. Неоднократно встречались случаи, когда под воздействием наркотических веществ люди самостоятельно выпрыгивали с окон, кидались под машины, и просто нами осуществлялись выезды на обнаружение трупов молодых людей, у которых при
осмотре места происшествия были обнаружены приспособления для употребления наркотических веществ и также наркотические вещества. В одной из школ на территории города Якутска школьники на перемене возле ближайшего дома, под ближайшим домом, нашли один из таких тайников и употребили данное наркотическое вещество, в результате чего были доставлены в реанимацию. Проверка по данному делу у нас проводится. За 10 дней сколько человек погибло вот при невыясненных обстоятельствах? 8 человек, примерно, у которых при обнаружении... Это только в городе Якутске, да? Да, на территории города Якутска, у которых было обнаружено приспособление для употребления наркотического вещества. То есть это какая-то серия спайсов очередная там новая появилась в Якутске или как? Можно так сказать? нас, Там пока экспертиза проводится? Данное вещество, которое запрещается правительством Российской Федерации, выносится в определенный перечень, список, и в него вносится формула наркотического вещества. Вот эти подпольные лаборатории, они, чтобы обойти закон, изготавливают новое наркотическое вещество путем изменения химической формулы. И не проводя никаких-либо клинических исследований, они его реализуют, в результате чего приводит к смертельным исходам и передозировке. То есть данное вещество, оно уже изменяя химическую формулу, состав, и оказывает другое влияние на центральную нервную систему и на организм человека. Ну, то есть в настоящее время вот проводится проверка, насколько я понимаю, от чего произошли вот эти вот последние 8 смертей? Да, в настоящее время в Следственном комитете проводится проверка о причине смерти данных лиц. Ну, подозревать можно, да, что имеет какую-то связь с употреблением наркотиков? Можно подозревать. И что бы в связи с этим вы посоветовали вот родителям, молодым людям? Родителям обратить внимание на поведение своих детей, также контролировать их общение в интернете. И при обнаружении у своего ребенка наркотического вещества провести с ним профилактическую беседу и вызвать сотрудника полиции для дальнейшего расследования, разбирательства по данному делу, чтобы мы выявили то лицо, которое ему либо сбыло, которое является сбытчиком наркотического вещества, либо то место, где он его обнаружил. Молодым людям хочется пожелать, чтобы они заботились о своем здоровье, не употребляли никаких наркотических веществ, так как это может привести к печальным последствиям. В январе текущего года сотрудниками уголовного розыска была задержана преступная группа лиц, совершивших более 10 имущественных преступлений на территории города Якутска. В настоящее время следственные действия находятся в завершающей стадии. Подозреваемые предъявляются обвинительные заключения. Оперативниками установлено, что осенью 2013 года трое ранее неоднократно судимых молодых людей после освобождения из мест лишения свободы нигде не работали, жили на сомнительных квартирах и размышляли, где по-быстрому найти денег. В результате решили действовать сообща. Нашли шофера, который, не имея водительских прав, регулярно управлял автомобилем, за что неоднократно привлекался к административной ответственности и был завсегдатаем спецприемника. Отсидев очередные 15 суток, мужчина, как ни в чем не бывало, снова садился за руль. В конце декабря 2013 года ими было совершено разбойное нападение на охранника администрации села Пригородное. Угрожая обрезом, его повалили на пол, связали и стали требовать сейф с миллионами рублей. Злоумышленникам не повезло, так как деньги в администрацию действительно поступили, но только безналичным расчетом. Сейф, который они вытащили, был пуст. Также по наводке подозреваемые, взломав дверь, зашли на предприятие лесозаготовки по улице Пристанская и вынесли еще один сейф, в котором находилось несколько сотен тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию разбойных нападений Межмуниципального управления МВД России Якутская установили личности подозреваемых. Злоумышленники были объявлены в розыск и почти месяц скрывались от сыщиков. Буквально за 2 дня до окончательного разоблачения двое подозреваемых задерживались сотрудником столичной пресс-службы за попытку карманной кражи в автобусе номер 16. В ближайшее время уголовные дела в отношении данных лиц будут направлены в суд, где для них будет определена справедливая мера наказания. В конце декабря 2013 года на пункт оператора 02 поступил вызов о вооруженном нападении на администрацию поселка Пригородный города Якутска. Отделением по раскрытию разбойных нападений Межмуниципального управления МВД России Якутская на месте совершения преступления проведен комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.
в ходе которых получена оперативно значимая информация о лицах, совершивших данное преступление. Личности нападавших были установлены, но постоянного места жительства они не имели, в связи с чем задержать их в кратчайшие сроки не представлялось возможным. В ходе дальнейшей разработки подозреваемых установлено местонахождение каждого из них, и руководством принято решение об одновременном незамедлительном задержании. В результате слаженных действий наших сотрудников вся преступная группа была обезврежена. При проведении обыска по месту жительства у одного из нападавших изъят обрез охотничьего ружья 12-го калибра. Оперативники 2-го городского отдела полиции надеются на помощь горожан. Сотрудники уголовного розыска просят оказать содействие в розыске лиц, подозреваемых в краже из магазина «Дверной союз». Всем, кому известно местонахождение данных граждан, просим позвонить по телефонам 8924 175 62 66, 8924 366 66 37 или обратиться в уголовный розыск 2-го городского отдела полиции по адресу Пирогова 5/1. От всей души поздравляем сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником. Желаем счастья, семейного благополучия и оперской удачи. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Бүгінмеген кытары, қампытын кырдалын әнеме, әнме қәппетін бір тылы, әйегін тапты бүлде беті. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қә, әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғыру. Аты бар туранын олону, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғыру. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйе қәппеті қәбіппін, бір тылы доғыру.